звучит музыка, и мы начинаем наш сеанс. И сейчас вам совершенно не обязательно расслабляться глубоко, и тем более сразу засыпать глубоким сном. Тело само расслабится и успокоится настолько, насколько это нужно вам и вашему телу, чтобы не только поспать и отдохнуть, но и решить для себя что-то важное и нужное. И в то время, когда вы можете услышать голоса птиц, и через некоторое время обратить внимание на другие звуки, такие как морской прибой, когда волна, набежавшая на берег, затем вновь отступает в море. И чем лучше вы слышите звуки морского прибоя, тем глубже расслабляется и засыпает тело. И каждая новая волна, как волна расслабления, усыпляет и успокаивает тело. И еще лучше. И сейчас вам даже не нужно слушать мой голос или совершать какое-либо действие. Вам даже не нужно сразу закрывать глаза, поскольку ваше подсознание может делать это и реагировать совершенно самостоятельно. Люди могут спать и не знать, что они спят. Они могут видеть сон и не помнить этого сна. Но затем вы можете проснуться и обнаружить, что вы знаете, что глубоко спали и видели сновидения, не зная, как быстро уснули вы, и как быстро ночные мечты и образы легко и спокойно перешли границу мира сновидений, где действительно возможно все. Оказаться в далеком прошлом или очутиться в будущем. И еще лучше оказаться в другом мире, в другой реальности нашего подсознания. В которой возможно все. Там сбываются ваши мечты и желания. Там все реально. И в то время, когда вы можете быть где-то далеко, в своем внутреннем мире, тело глубоко расслабляется и засыпает. И дыхание становится более глубоким и медленным. И каждый выдох, как волна расслабления и покоя, пробегающая по телу, которая успокаивается и засыпает под теплыми лучами летнего солнца во время отдыха на природе, когда расслабленность и дремота наступает само собой. Лишь от одних звуков журчания воды или голосов птиц, когда ничего не нужно делать. Рано или поздно лето заканчивается. Наступает август. На улице еще тепло и светит солнце, но через некоторое время многое изменится. Быстро и незаметно придет сентябрь. Хотя еще будут теплые и светлые дни, но это будет уже осень.
пожелтеют листья. Пойдут дожди. И сильный осенний ветер легко и быстро сорвет пожелтевшие, засохшие листья, унося их далеко-далеко вдаль, унося с собой воспоминания уходящего лета, сделав лес прозрачным и по-осеннему светлым. Лишнее и второстепенное покидает вас. Смолкают последние голоса птиц. И слышен каждый шорох и звук. Пройдет время, и осень прочно ступит в свои права. Пойдут дожди. На улице станет слякотно и сыро. И вот люди с нетерпением ждут наступления нового времени года. И в один прекрасный день поздней осени все меняется. Все лишнее остается позади. И однажды, проснувшись утром, люди поймут, что все изменилось. Потому что выпал первый белый снег, который покрывает крыши домов, дороги и заметает тропинки и следы, делает все вокруг ровным и белым, убирая все лишнее и ненужное с наших глаз, растворяя в своей белизне все вокруг. И маленький мальчишка, прильнув к окну, зачарованно наблюдает, как красиво падают снежинки, унося с собой мысли и представления в мир образов и воображений, в мир мечты. И можно удобно положить руку под голову и, видя падающий снег, мечтательно думать о чем-то своем. И задумчивый взгляд устремляется вдаль. Хочется закрыть глаза и просто помечтать о чем-то далеком, во времени и пространстве, чтобы затем на перемене ловить в теплые ладошки белые снежинки причудливой формы. И ни одна снежинка не похожа на другую. И, оседая на ладошку, чувствовать падающий снег. Снежинки быстро тают, превращаясь в прозрачную капельку воды. Все меняется и развивается. Как когда-то дети учились читать, учили буквы, соотнося в своей памяти звук и образ букв. Сначала их давалось нелегко. Не просто было запомнить все буквы и научиться соединять их в слога, а затем из слогов складывать слова. И чем больше желания, тем лучше результат. И вот ребенок вслух читает первое слово, затем еще и еще. Сначала медленно
по слогам. Затем быстрее и быстрее. И вот он читает быстро и легко. И чтение происходит само собой, свободно и легко. Чем больше проходит время, тем значительнее изменения. И если вернуться назад, то можно обнаружить, что вы не помните, как учились читать, хотя делаете это легко и свободно. Так и сейчас настало время изменений, время позитивных перемен. И главное — довериться этим изменениям, сделать шаг вперед и подняться на ступеньку выше, перешагнуть препятствия и с высоты новых достижений расширить границы сознания. Смело и уверенно двигаться в правильном направлении, в направлении счастья и успеха, подъема вверх, как бы совершить восхождение на гору, сначала рассматривая ее со стороны. Я не знаю, какой формы будет гора, остроконечной или высокой, или округлой и пологой, как холм. Будет ли она каменистой или покрытой травой. Это не важно. Главное, что можно смело и уверенно подняться вверх, преодолевать препятствия и себя, с каждым шагом поднимаясь все выше и выше. Где-то легко и просто, где-то с усилиями и трудом. Главное, что это по силам вам. И чем больше старания и желания, тем лучше результат. Чтобы, поднимаясь по горе, взойти на самую вершину, важно сделать последний шаг. И как настоящий альпинист, испытывая чувство гордости и счастья, оказавшись на вершине, раскинув руки в стороны, пуская в свое сердце чувство гордости и покоя, чтобы затем, устремив взгляд вдаль, оглядеться вокруг и увидеть панораму с вершины горы. Я не знаю, что это будет. Будут ли это бескрайние просторы лугов и лесов? Или там вдали будет река? Или спокойное тихое озеро? Или бескрайнее море, где расположен тихий и спокойный городок? И, обозревая красоту, обретать чувство покоя и уверенности в себе, испытывая радость перемен, легко и свободно спуститься с горы и оказаться на берегу тихого спокойного озера или моря, в котором хочется искупаться, сбросить усталость, когда вода расслабит и успокоит тело и принесет чувство радости и покоя от того, что это сделал я. И перед тем, как обрести душевный покой, отдохнуть на берегу в теплый день, испытывая чувство удовлетворения
под ласковыми лучами солнца, думая о чем-то своем, более важным и нужным. Тогда попутный ветер перемен наполнит паруса ваших желаний. Глубоко измениться и сделать еще один шаг вперед. Все меняется. Меняйтесь вы. И сейчас у вас есть минута отдыха и покоя, которая завершит процесс изменений. Закончилась минута. И как заканчивается многое, проходит время. Приобретаются новые навыки и умения. Как когда-то легко и уверенно научились читать. И как в далеком детстве падал первый снег. И была зима. И кругом был белый снег. Но когда-нибудь захочется тепла и лета. И незаметно придет весна. И солнце согреет землю. И снег незаметно начнет таять. И пролившись капелью с крыш домов, растает лед и снег. Появятся первые проталины. И земля смахнет зимнее одеяло. Чем больше света и тепла, тем больше свободы. Все стремится к теплу, к свету. И как маленький росток пробивает себе в толще земли дорогу навстречу солнцу, где-то гибко обходя препятствия на своем пути, где-то смело и решительно отодвигая его, все ближе и ближе пробиваясь к поверхности, к теплу и свету, чтобы через некоторое время превратиться в прекрасное цветущее растение. И семечко, попавшее в землю осенью, обязательно даст весенние всходы. Все изменилось. И в конце весны приходят первые майские грозы. И обильный весенний ливень легко и быстро смывает пыль и грязь, накопившуюся за долгое время осени и зимы, оставляя после себя чистоту и свежесть весеннего утра. Тогда дышится легко и свободно. Дождь легко смоет и то, что когда-то было написано мелом на асфальте. И возникает чувство свободы и обновления. И, наконец, наступает лето. Слышны голоса птиц,
На улице тепло и светит солнце. И летний лес дает чувство защищенности и покоя. И привыкнув к теплу и солнцу, незаметно наступает июль и август. Созревают ягоды и плоды. И вы получили свои плоды, которые когда-то были посажены вами, зернышком вашей мысли. В августе еще тепло, и светит солнце. И постепенно вновь приходит золотой сентябрь. Природа совершила круг и поменяла времена года. А за год изменился мир. Изменились и вы, став мудрее, опытнее и лучше. Все изменилось. Лишь звезды, немые свидетели человеческих судеб, беспристрастно наблюдают за нами с небес, отмеряя свое собственное время, где людской век равен 1 секунде звездной вечности. И сейчас у вас есть 1 минута тишины и покоя. Только музыка и тишина. Главное, что все будет хорошо. Так, как надо. И неважно, верите вы в это или не верите. Это не имеет значения. Все будет именно так, как должно быть. И как обязательно будет. Хотите вы этого или не хотите. Просто 1 минута покоя и звездной летней ночи. Закончилась минута. Вы вновь слышите мой голос. Вы хорошо отдохнули, изменились и успокоились. И сейчас вы можете постепенно просыпаться. И я буду считать до 5, и вы сможете легко проснуться. Так быстро или медленно, как вы этого хотите. Но сначала постепенно будет просыпаться ваше тело. Я называю цифру 1, и сначала просыпаются ваши руки. Цифра 2, и возвращается прежний ритм дыхания, и, сделав глубокий вдох и выдох, уходит дремота и расслабленность. Наступает бодрость и энергичность. 3. И просыпаться можно в том темпе и с той скоростью, как вам будет удобно. Чтобы испытывать приятные чувства от процесса пробуждения. 3 и 4. Веки становятся легкими. И, наконец, 5. Можно открыть глаза, потянуться и проснуться окончательно.